В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня около 4 часов вечера в селе Приморское взорвался склад с боеприпасами Министерства обороны Абхазии. По неизвестным пока причинам произошел пожар на охраняемых складах, которые находятся выше сероводородного горячего источника. Снаряды взрываются до сих пор. На месте образовалась огромная пробка из автомобилей. В Приморское прибыл премьер-министр Беслан Барцец. На место происшествия выехали руководители силовых структур. Есть раненые как среди отдыхающих, так и местных жителей. Пострадавших везут в Гудаутскую районную больницу и в Сухумскую ЦРБ. Мы связались по телефону с заместителем главврача Гудаутской больницы Игорем Цыжбой. Вот что он нам сообщил. На данный момент сколько раненых поступило в Гудаутскую районную больницу? Мы точно посчитать не можем, но сейчас я насчитал человек 20 пока. Точно цифру не знаю я. Потому что кого-то в операционную, кого-то в другое отделение, кого-то в третье отделение. Мы их собрать, посчитать не можем. Скажите, пожалуйста, есть ли среди них тяжелые раненые? Есть тяжелые, троих на операцию взяли, есть тяжелые. Есть легкие. А возраст пострадавших разный? Разные, там и дети есть, и взрослые, и старики, там, а в бассейне купались, там же источник этот. И осколочные дела там кто-то получил, кто-то контузии получил, а в разный возраст. Это местные или отдыхающие? В основном отдыхающие. От взрыва нанесен ущерб как близлежащим домам, так и зданиям, расположенным в отдаленной местности. Взрыв был такой силы, что был слышен за несколько километров от места происшествия. Жители близлежащих домов эвакуированы. Раненые поступают и в Сухумскую больницу. Их уже несколько человек. По словам врачей, у многих из них переломы, сотрясение мозга разной степени. В данный момент одна из пострадавших, а это ребенок, оперируется. Первую помощь раненым оказывают в Афоне. Некоторых раненых везут в Агудзерскую больницу. В приемное отделение поступило 7 больных. Из них в основном все были с легкими травмами. Один ребенок отсюда переведен в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. И одной женщине выполнена первичная хирургическая обработка раны. Мы обратились за комментариями в Министерство обороны. Как сказал начальник пресс-службы министерства Ролан Джоджо, на месте происшествия идут работы по локализации очага возгорания. На данный момент я могу вам сказать, что взрыв произошел на складе Министерства обороны. Склад находится в отдалении от населенных пунктов. Жертв нет. Пострадавшим от порезов стекла и с небольшими переломами оказана медицинская помощь. На месте работают подразделения Министерства обороны Абхазии, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Подключились подразделения 7-й военной базы, дислоцирующейся в Абхазии. Министр обороны лично выехал на место. Инженерные службы все занимаются локализацией пожара. На данный момент находимся здесь на месте. Люди, которые находились неподалеку, их автомобильные средства все эвакуированы. Ведется работа. К этой минуте пожар локализован, но пока есть небольшие очаги возгорания. Эту информацию мы получили из Министерства обороны. Как только что нам стало известно, президент проводит совещание в связи с произошедшим взрывом. Подробности в нашем следующем выпуске новостей. А пока к другим темам. Традиционно 2 августа в Сухуме собрались те, кто служил в воздушно-десантных войсках. Мужчины возлагают цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, встречаются со старыми товарищами и вспоминают армейские годы. Нисфа Аршба пообщалась с десантниками и узнала, что означает для них этот праздник. Случайных людей здесь нет. За каждым из них горячие точки, боевые операции, десятки прыжков с парашютом. Элита армии. Когда-то их судьба свела в одной казарме. Вместе переносили все тяготы и лишения. А потом их разлучил дембель. Но настоящая армейская дружба не знает границ и времени. Было принято решение, чтобы создать Международный союз десантников. И в нашем регионе то же самое сделано. Ну, поддержку нам дали. А в то время было трудновато, конечно, но начали искать десантников по Абхазии, всех постсоветских. В основном большая заслуга Гевядлиба, бывшего председателя. Сейчас вот нас около 80 человек. Там и входят и спецназовцы, ребята, потому что у нас организация называется общественная организация «Союз десантников и спецназа Абхазии».
Количество прыжков с парашютом не самое главное. Важно спасти жизнь товарища, прикрыть собой, защитить страну и дать отпор врагу, говорят десантники. В этот день любые мероприятия начинают с возложения. И это не просто дань памяти погибшим друзьям. Служба была не из легких, но эти мужчины в тельняшках с десятками орденов на груди вспоминают о ней с улыбкой. Десантник – это элита войск, так считается. Первый раз в 1971 году были 10 человек, нужны были десантники. Вот Гаспарян Сергей, Дварнулик, Корнеев Руслан. И я в том числе были призваны отсюда, попали в Рязанский полк. Туда не всех брали, это парадные войска. В то время там учился Лебедь, генерал Лебедь. Он у нас был инструктором, мы лично знакомы с ним. Вот, к нам приезжал сюда сын нашего командующего Маргелова Виталий Васильевич. Братство есть и не кончается, потому что с бывшего Советского Союза нас все поддерживают, особенно Россия. Не то, что там Ленинград или Москва, с Тамбова, с Самары, с Куйбышева, откуда бы десантники не были, они солидарны с нами и всегда поддерживают нас. Никто, кроме нас. Я призван с Черкесска в 1971 году. Кировоградская дивизия. И где меня только не заносило. Но десантура для нас – это не стимул жизни, не уклон. Это человечность. В этом году голубые береты встретились в центре столицы на месте захоронения ветерана Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Хасана Харазия. Крылатая пехота Абхазии объединила представителей ряда войск – спецназ, морпехов и ВДВшников. Все они выступают под единым флагом воздушно-десантных войск. Праздник отмечают также вместе. В этот день никаких различий нет. Основа десанта – это ведь не парашют. Основа десанта – приземлиться, а не погибнуть. Главное, чтобы ты приземлился и смог воевать. Это основа. Знаете, как говорят десантник, 5 минут орел, а остальное ломовая лошадь. Потому что надо воевать. Не важно, чтобы ты с парашюта выпрыгнул. Научиться за 5 раз, за 6 раз. Самый первый призыв у нас был с Абхазии, 1971 год. Потом после этого и не было. И попали элитный полк Рязанский. У нас командиры были. У нас командир взвода был Лебедь Александр. Барсуков там служил, Коржаков, Крачев. Они все прошли эту школу. И вместе выросли до генералов, и вместе воевали. Боевые все ребята были. Десантник не обязательно фонтан. Десантник – это десантник, который дружит своим братством. У меня сегодня 27 звонков было со всего бывшего Советского Союза. Все ребята, мы поддерживаем всегда друг друга. ВДВ – это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер 1. Десантник – это концентрированная воля, сильный характер и умение идти на риск. Эти мужчины по таким правилам прожили всю свою жизнь, день за днем. Первые десантники, которые прошли на Красной площади, это абхазские с флагом. Это было очень трогательно. Министерство обороны нам это посильную, очень сильную помощь оказало. Оказывает постоянную помощь Амобайл, оказывает помощь Черноморэнерго. Я вот этим людям хочу сказать слова благодарности. Вы знаете, у нас есть такие большие планы, грандиозные, работа с молодежью, там в школах. Поставить хотим башню, эту самую вышку, парашюты нам даже дадут. Но вот на все это мы спонсорскими делами, деньгами, значит, помощью мы это не сможем вытянуть все это. Все равно хотелось бы, чтобы правительство нам в этом плане помогло, потому что здесь это ветеранское братство, это люди, которые прошли не одну войну. На счету десантников Афганистан, Чечня и десятки локальных военных конфликтов. Говорят, секрет их службы прост – любить родину и друзей. Низ Фаршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Ушел из жизни видный ученый, общественный деятель, кавалер ордена Ахмедзапша третьей степени Альмир Абрегов. Президент Рауль Хаджиба выразил соболезнования родным и близким покойного. Альмир Абрегов внес весомый вклад в национально-освободительное движение абхазского народа, отметил президент Абхазии.
Альмир Абрегов – историк по образованию, директор Национального музея Республики Адыгея. В первой половине 90-х годов играл видную роль в Адыга-Хасе – национальном движении черкесов и адыгов. В частности, возглавлял это движение в Адыгее во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, когда оно оказывало активную помощь абхазам. Активный участник политических событий, происходивших в Абхазии с 1977 года, и автор многих писем, направлявшихся от имени абхазского народа. И во всех делах, когда писались письма, обращения в правительство, Олег был блестяще образован, очень эрудированный, владел великолепно английским, немецким, русским совершенством, адыгейским совершенством. Знал все диалекты адыгских языков, великолепно знал древнюю, новую, новейшую историю. Очень был широко образован. И многие письма, которые писались в Центральный комитет партии, так скажем, проходили через его редакцию. Его никто об этом не просил. Потребность души. И самое главное, он никогда не любил афишировать. Был предельно скромен. Абрегов получил блестящее образование, окончив аспирантуру Института истории, археологии и этнографии. С 1976 года работал ученым-секретарем Абхазского государственного музея в Сухуме. Коллеги, с которыми он проработал в стенах музея более 10 лет, называют Абрегова непревзойденным музейным и научным работником, которому были присущи такие качества, как профессионализм, порядочность, пунктуальность, требовательность. Велик вклад Альмира Абрегова и его коллег в деле укрепления связи между абхазским народом и народами Северного Кавказа. Этот человек еще достиг уровня оживления истории. Нынче называется это направление «живая история». Вот это в живой истории участвовали, кроме наших выдающихся музейных работников, наших историков, еще участвовали Николай Шинкаон с северокавказскими нашими братьями, братскими народами. Это были одни те, которые нас объединяли, сближали, связывали, вместе с которым мы встретили уже образовавшиеся и Айдгалара, и конфедерация народов Кавказа. И, значит, беду мы не сами одни встретили, благодаря, конечно же, им. В этом он большую роль сыграл. Именно в Абхазии Альмир Абрегов сформировался как личность. В родном Майкопе сразу вошел в элиту общественных и национальных лидеров. Эрудит, аналитик и стратег национального движения. Он является автором ряда обращений о признании геноцида черкесов в ходе и после русско-кавказской войны в различные инстанции. Был членом Координационного совета Ассамблеи горских народов Кавказа. Самое грозное письмо, которое абхазцы написали, это было написано им. Да. Это письмо, против этого письма все профессора, все эти ученые Грузии, все написали, но разумительно не смогли ответить как следует. Да. Одним словом, вот то, что сегодня я знаю, то, что я публиковался там где-нибудь, там и за рубежом, и везде, все это я откровенно скажу, что это все я благодаря Налика Нуховича Абрегова. С нашей страной Абрегова связывала не только научная деятельность и совместная борьба за независимость народа, но и семейные узы. Абрегов был женат на абхазке Азе Иналыпа, которая скончалась год назад и была предана земле на родине, в Абхазии. Сам Альмир Нухович хоть и не жил в последние годы в Абхазии, но часто приезжал сюда. Он был не безразличен к тому, что здесь происходит. Есть ли какие-то там недостатки или что-то там происходит, которое может навредить всему государству, это тоже может быть. Абхазия молодое, самостоятельное государство на мировой арене. И власти нужно вытерпеть, чтобы у него была такая оппозиция. И оппозиция должна понимать, какие процессы происходят в стадии государственного строительства. Все это должно быть обязательно присутствовать, чтобы создать настоящее государство абхазское, которое я, допустим, мечтал бы видеть для себя. Вот, как человеку, которому далеко не безразлична судьба и Абхазии, и абхазского народа. В Абхазии никогда не забудут героическое участие Альмира Абрегова в национально-освободительном движении за независимость и суверенитет Республики Абхазия. На Алакове Роберт Ломя, Абхазское телевидение.
Сегодня вице-премьер правительства Беслан Эшба встретился с новым главой миссии МККК в Абхазии Хеленой Старе. Во встрече приняли участие помощник главы миссии МККК в Абхазии Борис Казанба, региональный координатор МККК по пропавшим без вести Лина Милнер и руководитель комиссии Республики Абхазия по пропавшим без вести Роман Адлиба. Стороны обсудили вопросы дальнейшей работы по поиску пропавших без вести во время Отечественной войны в Абхазии. Беслан Эшба поблагодарил Хелену Старе за сотрудничество и отметил, что правительство будет и в дальнейшем оказывать всяческую помощь и содействие по поиску пропавших без вести. Хелена Старе недавно возглавила миссию МККК в Абхазии. Она сменила Мауру Марабита, который руководил миссией последние 3 года. Более 100 руководителей дошкольных и средних учебных заведений со всей страны собрались в Сухуми на семинаре повышения квалификации, организованном Министерством образования и науки Абхазии совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией. Работа курсов рассчитана на неделю. Занятия ведут 10 преподавателей из СКФУ. Руководители всех дошкольных и средних образовательных учреждений страны и их заместители участвуют в семинаре повышения квалификации. Впервые за послевоенное время в семинаре также принимают участие директоры школ-интернатов и преподаватели. Целью подобного семинара-практикума является повышение профессионального уровня абхазских учителей и руководителей образовательных учреждений. В вопросах повышения квалификации руководителей образовательных учреждений это уже вторые курсы. В прошлом году осенью проходил первый этап. Значит, практически вот этим вторым этапом мы охватили все образовательные учреждения Республики Абхазия. Тут первый и второй раз со стороны слушателей. И думаю, это очень положительно скажется на образовательном процессе республики. Семинары для директоров и завучей школ проводят опытные высококвалифицированные преподаватели Северо-Кавказского федерального университета. Они делятся опытом в использовании инновационных технологий в процессе обучения, в модернизации и актуализации методики преподавания в школах. Главная задача в том, чтобы донести свой опыт, который мы имеем, до директоров, до их заместителей, также до учителей школ, до воспитателей в сфере образования. Но мне более близка юридическая сфера, я скажу так. Мне главное, чтобы мои лекторы правильно разъяснили тот опыт, который накопился в Российской Федерации относительно основ управления. То есть как это юридически у нас урегулировано и как нужно, в общем-то, действовать в тех или иных ситуациях. Участники семинара с большим интересом слушают лекции, делают заметки, задают интересующие их вопросы. Директор Бзыбской 3-й средней школы Ася Кишибян считает, что подобные семинары необходимы, так как они дают много новых знаний, которые будут использоваться в работе с детьми. Семинар что нам дает? Дает в первую очередь, на каком уровне находится вообще у нас дело производства в школах, какие у нас недостатки, и насколько у нас, скажем, нехватка знаний или, наоборот, пополнение тех знаний, которые нам необходимы для грамотного и достаточно высокого уровня дела производства и организации самой работы в школах. Подобные семинары для руководителей и преподавателей образовательных учреждений планируется проводить и в следующем году. Алика Трапш, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. 4 августа в станице Карданинская Зеленчукского района Карачаево-Черкесии стартует 18-я патриотическая петербургская молодежная добровольческая экспедиция «Оборонная тропа». Маршрут экспедиции пролегает по территории Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и Республики Абхазия. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Мероприятие приурочено к 75-летию битвы и победы Советской армии на Кавказе. Участники экспедиции проведут установку, реставрацию и восстановление мемориальных плит на горных перевалах России и Абхазии, где шли ожесточенные бои. В рамках 14-го международного шахматного фестиваля «Абхазия Open» в столице стартовал турнир «Сухум Open 2017», призовой фонд которого 150 тысяч рублей. На открытии побывали наши корреспонденты. Репортаж Аманды Пония. С
Сильнейшие шахматисты из разных регионов Абхазии, в том числе международные гроссмейстеры, международные мастера из России, приняли участие в открытом шахматном турнире «Сухум Open». Бескомпромиссную борьбу за главные призы ведут дети, взрослые, женщины и ветераны шахмат. На торжественном открытии президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба поздравил участников турнира и пожелал им больших побед. Многие участники участвуют во всех 4 турнирах. Это 40 дней марафон такой. Марафон, абхазский марафон называется. Вот. И люди с удовольствием участвуют. Некоторые в одном, некоторые во всех 4. Везде у нас мы подготовились очень хорошо, все на высшем уровне. И значит, условия, и инвентарь у нас хороший, и залы хорошие, и судейство, и все. Никаких нареканий к нам нету. Уже мы подготовили своих судей. Раньше мы вызывали, приглашали. У нас теперь есть свои судьи, которые квалифицированно могут судить, и нареканий нету никаких. Всего в Абхазии проходят 4 турнира по 10 дней, 2 из которых уже прошли в городах Очимчира и Гудаута. Закрытие намечается в Гагре. Участники соревнуются по правилам ФИДЕ. Проводится швейцарская система в 9 туров, где каждому участнику дается 90 минут на партию. Шахматисты признаются, что, играя с сильнейшими соперниками, получают огромное удовольствие. Я уже в прошлом году участвовала. В этом году участвовала сейчас в Гудаута. Переехала сюда, и вот сейчас здесь уже 2-й раз. Очень люблю шахматы, и если есть возможность играть в шахматы, для меня это уже награда. А себя проверить, посмотреть интересно тоже, конечно. Я увлекаюсь шахматами где-то 2 года. Здесь у меня почти что нет конкурентов, но здесь многие есть. Например, из Сочи у меня есть некоторые. Короче, нужно всех дооценивать, чтобы их победить. Нужно постараться, чтобы выиграть. Шахматный фестиваль «Абхазия Open» непрерывно проводится уже 14 лет. В этом году участие в нем принимают около 100 шахматистов. Проходит турнир при поддержке Госкомитета по спорту и администрации города Сухум. Аманда Пуня, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению синоптиков, завтра в Абхазии ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 22-25, днем плюс 27-31 градус. Температура морской воды плюс 26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.